Четверг, 11 апреля 2024 года, 9 часов утра в Башкортостане и очередной выпуск «Аспектов республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня вновь у микрофона я, Руслан Валиев. Небольшая заминка с нашими анонсами произошла. И, собственно, с тем, кого, возможно, вы ждали, на картинке изначально был Разиф Абдуллин. Но ничего страшного, я думаю, что для вас не столь важно. Главное, чтобы аспекты выходили, работали и давали свою информацию о том, что происходит в Башкортостане и за его пределами. Поэтому, как обычно, помимо вашего активного участия в чате трансляции, я призываю ставить лайки, призываю подписываться на канал, делиться публикациями, всячески обсуждать эти публикации со своими близкими, друзьями, знакомыми. То есть делать все то, чтобы информация продолжала поступать. Более того, аудитория канала росла. Всячески благодарю каждого из вас, кто в этом большом деле так или иначе участвует. А ведь даже простой лайк под трансляцией – это уже весомое участие в этом процессе. Поэтому спасибо, друзья. Позади выходной день, праздничный, Ураза-Байрам. Не так, чтобы много событий произошло у нас в республике. Скорее, это отголоски каких-то предыдущих действий, которые у нас происходили раньше. Поэтому новостей сегодня будет не очень много. Скорее, больше будем что-то вспоминать. Ну вот, например, вдруг меня осенило, что в этот день, 11 апреля 2008 года, уже 16 лет назад уфимская хоккейная команда Салават Юлаев впервые стала чемпионом лиги. На тот момент это была еще не континентальная хоккейная лига, это был чемпионат России, но суть от этого не сильно меняется. Команда впервые завоевала кубок, и это было довольно-таки любопытно, интересно с исторической точки зрения, с точки зрения уникальной. Хорошо помню этот день. Был пятый матч серии с Ярославским «Локомотивом». А поскольку я жил в тот момент неподалеку от Уфа-арены, только-только недавно открытой, да, меньше года назад она была открыта к тому моменту, сразу после финального свистка мы высыпали на улицу и теплую весеннюю погоду, то есть снег тогда тоже уже по сути растаял, и было солнечно и сухо, огромное количество уфимцев тоже гуляли. Я думаю, что кто-то из вас такие вещи тоже помнит. Можете поделиться воспоминаниями, если вдруг они вас касаются. Вообще, на тот момент болельщиками вдруг стали довольно-таки разные люди, которые, по большому счету, спортом не то чтобы не интересуются, но не сильно разбираются, скажем так. И за какими-то клубными событиями не очень-то следят. И вот этого импульса, на мой взгляд, хватило на довольно-таки продолжительное время. И у самой команды она повторила успех в 2011 году, и у болельщиков довольно-таки долго был высокий интерес, и достать билеты на матчи в Уфе было проблематично. Онлайн-продаж еще не было, люди стояли в очередях. Кстати, перед тем самым пятым матчем всю ночь дежурили ребята у касс, сохраняя место в очереди, скажем так, и грелись у костров. В общем, довольно романтичная была история. Совсем другая страна, другой мир. Мир в переносном и в прямом смысле. Поэтому вдруг вот эти воспоминания нахлынули. Вот. Альберт Абдуллин вот спрашивает, где Разиф. Ну, сегодня, на самом деле, Разиф и не должен был быть, как выяснилось, как я и говорил позавчера, или вчера, что я буду завтра. Четверг – это вообще мой день традиционно. В общем, произошла заминка, скажем так, в графике. Разиф точно будет завтра. Вот, я на этой неделе на этом закончу. Вот. Ну, в общем, давайте тогда достаточно со вступлением перейдем к содержательной части. Ну, чуть ли не единственное, о чем вчера писали республиканские СМИ, это дело Башспирта, которое действительно разворачивается. И уже, можно сказать, официально подтверждено, что по делу Башспирта задержаны уфимский депутат Артур Хазигалеев, он же один из акционеров компании «Уфанет», а также Александр Компанченко. Это человек, который был директором торгового дома «Башспирт», то есть структурного подразделения «Башспирта», которое отвечало за
реализацию продукции в сети фирменных магазинов. Значит, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Это четвертая часть 159 статьи. Пресс-служба Управления Следственного комитета по Башкортостану сообщила, что обвинение также предъявлено бывшему генеральному директору Башспирту Рауфу Нугуманову, который также был в свое время вице-премьером правительства, а еще раньше мэром Уфы. При этом Нугуманов не задержан. По данным следствия, в 2021-2022 годах обвиняемые организовали отчуждение объектов недвижимости, принадлежащих торговому дому «Башспирт», расположенных по всей республике, по заниженным ценам. Ну, то есть, получается, те помещения, в которых, собственно, магазины «Башспирт» и располагаются. При рыночной стоимости свыше 195 миллионов рублей объекты недвижимости были проданы за 132 миллиона рублей. То есть компания как бы «Башспирт», получается, решила избавиться, так сказать, от непрофильных активов и продала их на рынке. Давайте, да, следить за пальцами, как говорится. Дальше. Покупателями указанных объектов выступили две аффилированные обвиняемым компании. Это ООО «Атлантис» и ООО «Цитадель». В последующем между новыми собственниками, вот этими компаниями, которые купили помещение, и между торговым домом «Башспирт» были заключены договоры аренды указанных объектов сроком на 10 лет с явно завышенными арендными платежами. И выплачено было по этим арендным платежам более 25 миллионов рублей. Общий размер ущерба бюджету республики как собственнику «Башспирта» по данным следствия составляет более 88 миллионов рублей. Со всеми обвиняемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в Следственном комитете. То есть кто-то посчитал, что объект недвижимости можно было продать дороже, но продали его дешевле. Вот здесь, конечно, очень любопытно. Но если там совсем символическая цена была, условно, вместо 5 миллионов продали за 100 тысяч рублей, ну, наверное, поспорить невозможно. Но если кто-то считает, что рыночная цена 5 миллионов, а продали за 4, то это, извините меня, все-таки, ну, как бы за уши притянутая история. Нет у меня подробностей. В общем, в очередной раз я скажу, что кажется мне, ну, как бы дело совершенно каким-то, ну, мягко говоря, высосанным из пальца. В тех условиях и в масштабах той огромной коррупции, в которой мы живем, вот эти вот мелкие недочеты, ну, можно списать на как бы не очень профессиональный подход менеджеров, на халатность даже, может быть, какую-то, я не знаю, ну, на мошенничество можно ли? Опять же, не уверен. Действительно, может, имеет место быть здесь очень серьезные, скажем так, изменения цен. Но как бы и мотивация интересна, а для чего продавали эти самые непрофильные активы? Для того, чтобы взять их в аренду. Может быть, стоило продолжать ими владеть и держать в собственности. Все может быть. Но я к чему вот как бы свои сомнения-то озвучиваю? Всякий раз, когда у нас начинают, так сказать, бороться с коррупцией и кого-то там преследовать, за решетку отправлять, это всякий раз говорит не о том, что у нас пошла борьба с коррупцией, и вот теперь-то всех наших мошенников у власти возьмут за горло и приструнят. Обычно это значит, что просто чьи-то позиции на общей шахматной доске стали слабее, кто-то с кем-то, возможно, не договорился, не поделился, попал в какую-то немилость, и, соответственно, дается в этот момент зеленый свет на преследование этих людей. И иногда преследование такого рода людей, не конкретно этих, а вообще вот оказавшихся в немилости, иногда это преследование выглядит совершенно смешным. То есть ты понимаешь вроде, что, наверное, найти на них можно какие-то серьезные обвинения. Скорее всего, гребли взятки там условные лопатами. Ну, а им предъявляют какую-то ерунду, связанную с какой-то там арендой. Якобы кто-то с кем-то договорился в обход рыночных цен. Ну, кстати, на то и рыночные цены, что имеют особенность устанавливаться путем переговоров. И не всегда так называемая среднерыночная цена может иметь прямое отношение к каждому взятому отдельному объекту. Условно говоря, в Уфе установилась среднерыночная цена аренды квартиры, предположим, 20 тысяч рублей, пусть будет однокомнатная квартира. Но есть какая-то квартира, которая, ну, мягко говоря, не очень.
и место у нее плохое, и состояние ужасное. От того, что она однокомнатная, ее нельзя сдать за 20 тысяч рублей, потому что ее никто не берет. Плохо очень. И человек вынужден в переговорном порядке сдавать ее за 10 тысяч рублей, ну, чтобы хоть как-то сдать, потому что больше никто платить не готов. И что? Получается, этот человек мошенник? Или он просто все-таки пошел на как бы сделку с человеком для того, чтобы хоть как-то заработать на этом? В общем, вопросы есть определенные. При этом это опять же не значит, что, например, Артур Хазигалеев, которым и вчера я в том числе упоминал, это симпатичный очень персонаж, за которого стоит сильно переживать, мягко говоря, несмотря на его довольно активную деятельность по, а, скажем так, благоустройству Уфы, а я напомню, что он собственные личные деньги вкладывал в открытие некоторых культурных объектов в городе. Ну вот первое, что мне вспоминается, это памятник Габдулле Тукаю, татарскому, значит, поэту у татарского же театра НУР. То есть он за свои деньги открывал. Еще какие-то памятники чернобыльцам, по-моему, в Уфе есть относительно недавно открытый мемориал, тоже за счет его денег. То есть такие вещи он старался делать долгие годы, потом, правда, перестал. И последняя история с Уфанетом, со его спором с партнерами, также его, мне кажется, не красит. Но опять же, мы же не должны судить людей просто потому, что они где-то нам не нравятся. Это вообще совершенно неверный, нелогичный подход. То есть мы с вами тут битый час, так, не знаю, годами уже говорим о том, что должна быть справедливая судебная система, которая относится к людям неизбирательно и выносит решение, исходя из конкретного участия конкретного человека в том или ином правонарушении, деянии, как угодно. То есть мы не судим людей по принципу хороший и плохой. Мы должны судить их по принципу того, нарушил закон человек реально или нет, а не то, что у нас происходит. Выпал из обоймы и отправился под следствие и под суд. А находишься в обойме, так называемой, то есть остаешься рукопожатным, вхожим в коридоры, пожалуйста, твори все, что хочешь. Такое себе, конечно, это событие, поэтому как бы к нему у меня и отношение неоднозначное. Я вот попытался его выразить. С одной стороны, и надо, и понятно, и закон нарушать нельзя. С другой стороны, уж больно как-то все это выглядит за уши притянуто. Как это, знаете, с Еленой Прочаковской, руководительницей отдела по социальным коммуникациям администрации Хабирова. Тоже я про нее говорил. То есть, наверное, как бы она не самый идеальный и лучший человек в этом мире, с учетом того, что она занималась до недавнего времени пропагандой в прямом и переносном смысле, вообще, во всех смыслах этого слова. А пропаганда в нынешнем виде – это преступление, ни больше, ни меньше, потому что пропаганда позволяет укрепляться или как минимум сохраняться тому режиму, который установился. Вот. В этом смысле вот за это, наверное, стоит привлечь к ответственности кого бы то ни было, и Прочаковскую в частности. Но за то, что ее подтянули за какие-то там странные небольшие мошеннические действия и отправили в СИЗО, ну тоже немножечко это все кажется лицемерием. И это можно, кстати говоря, вспоминать примеры на эту тему довольно-таки многочисленные. Поэтому, в общем, я думаю, надеюсь, вы меня поняли. Так, Карлувасус Цангисхан, спасибо за добрые слова, за приветствие, развернутое приветствие. И вот дальше он пишет. А золотодобытчики, кстати, о них сегодня у нас в плане поговорить. Дальше он продолжает. Курируемые Хабировым и его новой родней, нанесшие и наносящие не только миллиардные ущербы бюджету и природе Башкортостана, являются фигурантами уголовного дела. Ну вот нет, не является никто из таких людей. Я, конечно же, опять же, против всяческого упоминания каких-то родственников, особенно с указанием национальной принадлежности. Друзья, давайте не будем уподобляться тем, ну, скажем так, кого мы критикуем. Шовинизм, национализм в плохом виде, такой, знаете, больше склоняющийся к нацизму даже, это все ужасно, это все не по-нашему. То есть не нужно, опять же, смотреть ни на какую, ни на чью национальную принадлежность. Да, супруга Радия Фаритовича Хабирова, вот опять по отчеству назвал, но это скорее в данном контексте уместно. Это, ну,
представительница конкретной национальности. Ну и все, больше ничего это не значит. Кем бы она ни была, да хоть я не знаю, вот вообще не буду примеры приводить. Это не имеет никакого значения, это личное дело каждого. И если есть какие-то коррупционные связи на родственном уровне, вот это предмет разбирательства, без относительно того, к какой национальности кто относится. И больше скажу, у меня вообще-то большое сомнение, что есть определенная мафия, связанная с супругой, которая тут у нас захватывает какие-то золотые прииски. Да, люди могут относиться к той же национальной идентичности, но лишь так может совпасть. Вообще, всегда представителей Республики Армения было много в Башкортостане, особенно в строительстве, на дорожных объектах. Многие, я не знаю, мосты, путепроводы в республике многие годы уже строят ребята оттуда, потому что они как бы на этом собаку съели. Причем еще с советских времен это идет. Какая родственная связь? Причем здесь жена главы республики? Давайте не будем, как говорится, ну, с больной головы на здоровую перекладывать и обвинять совершенно в нелогичных вещах и противоестественных вещах. И самое главное, нецивилизованных каких-то. Ну вот есть претензии конкретные к руководству там региона, давайте и о них говорить. Но вот написано было заявление на Фаиля Алсынова, ну вот нехороший поступок. Да, называет людей экстремистами, давайте об этом говорить. Это нехорошо и неправильно, конечно. Хотя я тоже объяснял, почему это происходит, другого выбора нет. Вот. Ну вот, я не знаю, не выполнил обещания по транспортной реформе, врут по поводу роста экономики в реальном исчислении. Вот это все давайте обсуждать. Ведется кадровая политика так себе не очень на уровне региона. Ну, давайте тоже это признавать и, соответственно, критиковать за это все. Поддерживается вот это вот СВО и отправляются ребята в большом количестве туда, пусть даже и добровольцами. Вот давайте об этом говорить. Но только вот не о каких-то вот этих родственников, пожалуйста. Поскольку вчера был Ураза Байрам, Хабиров с Аланом Марзаевым, вице-премьером, и другими лицами побывал на площадке строительства мечети Ар-Рахим на проспекте Салавата Юлаева. И вот новые обещания были там озвучены и услышаны. В этом году, только в этом году, обещают направить около 1 миллиарда рублей на продолжение строительства. Об этом сообщил, собственно, Хабиров. Марзаев доложил ему о результатах обследования, прошедшего после рабочего совещания по возобновлению строительства мечети в сентябре 2023 года. По словам Марзаева, монолитные конструкции признаны удовлетворительными. Необходимо восстановить целостность и усилить отдельные элементы металлоконструкций, а также восстановить работоспособность ливнестоков, скровельных покрытий и завершить облицовку минаретов. Ну, то есть из этих фраз мы понимаем, что крыша течет. То есть нужно восстановить, чтобы она больше не текла. И как можно быстрее. Во втором квартале этого года планируют приступить к окончанию фасадных работ. Определен подрядчик, сформирован поэтапный план достройки мечети. Кроме того, заключен международный контракт на поставку мраморной облицовки с месторождения в Греции. Камень привезут в Башкирию в течение 2 месяцев. Вот это очень любопытный момент. Я даже имел контакты вот этого грека, который давным-давно, много лет назад, подготовил мраморную плитку для облицовки этой мечети. Еще Муртаза Губайдулович был жив, еще он выбирал эту самую плитку. Вот. Но в результате заморозки строительства и конфликта участвующих сторон все никак эту плитку не могли поставить, хотя он был, разумеется, заинтересован продать всю эту плиту. Она же была конкретно заготовлена под мечеть. Потом у нас здесь приходит Хабиров, начинает устранять бывшего главного застройщика, подрядчика компанию «Алтын-Курай» в лице Ильдара Ишеева. И начали говорить, что вот мраморную плитку покупать не будут, потому что слишком дорого, и чем-нибудь покроем там типа искусственным материалом. И вот вновь звучит грек и мраморная плитка. Мне прям интересно стало, что же там произошло, какие сдвиги, каким образом ситуация, ну, скажем, немножечко откатилась назад и вернулись к каким-то прежним договоренностям. С точки зрения завершения объекта, это хорошие новости, скажу я вам. Потому что местами проглядывается способность договориться.
И если это так, то есть шанс, что действительно что-то там будет происходить позитивное. И вообще для такого объекта большого, знакового, облицовка мраморной плиткой, наверное, все-таки это лучший выход, нежели использовать какие-то, я не знаю, там, фальш-фасады, которыми покрывают большинство современных жилых домов. Интересно посмотреть. Ну вот, что тут еще сказано. Глава республики поручил представить дорожную карту строительных работ и подготовить проект благоустройства территории, прилегающей к мечети. То есть до сих пор нет четкого решения, что же там будет рядом находиться. Мы уже определенное время занимаемся мечетью. Мое первое предвыборное обещание в течение следующего года ее достроить, сказал Ради Хабиров. О как! Все это время мы не сидели сложа руки, много времени потратили на исследование здания. Результаты показали, что есть определенные проблемы, но в целом целостность конструкции купола сохранена. По его словам, проектно-сметная документация частично была утеряна, частично пришла в негодность. А вот это любопытно. Она вся есть на руках. У Алтын-Курая, у Ишеева вся проектно-сметная документация на руках, от и до. Ничего не утеряно и ничего не пришло в негодность. Просто эта компания не хотела ее отдавать, по сути дела, захватчикам объекта. Ну, как они это себе видят. И, видимо, в этой части договориться не смогли. Ай-яй-яй. В общем, интересная эта история. Эм, Да, вижу вашу тут дискуссию небольшую. Присоединяйтесь те из вас, кто еще не участвует. По поводу грека тут вы рассуждаете. Но нет, в данном случае прямо грек. У меня даже телефон его записан. Этого бизнесмена из Греции. Как зовут, не помню, но вот если интересно, посмотреть можно. Ладно, дальше идем. Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами. Помните, мы говорили, что подростка задержали за наркотики, осудили, а потом еще и в Верховном суде приговор подтвердили, несмотря на то, что это было совершенно незаконно, потому что подросток был несовершеннолетним не только на момент так называемого правонарушения, но и на момент вынесения приговора. Пишет, значит, медиакорсеть. Что он тут сказал изданию и как он с ними связался? Значит, около 5 месяцев юноша провел среди осужденных в исправительном учреждении Перми. После жалобы адвоката дело отправили в Демский суд, где парня приговорили уже повторно. В последний раз меня вызывали в Верховный суд РБ 22 марта этого года. Там сказали, что изменят мне меру пресечения на подписку о невыезде. Как рассказывала медиакурсети адвокат мальчика, после изучения материалов дела у судьи началась настоящая истерика. Школьника срочно отпустили и, со слов правозащитницы, планировали по-тихому оправдать, чтобы не вызывать резонанс. Иначе потребовались бы разъяснения, каким образом можно было 2 года не замечать возраст подсудимого. Ага. Ну, а где вышел на связь? Заголовки, ребята, пожалуйста. Ну, как-то старайтесь, чтобы они соответствовали содержанию. Но новость действительно вопиющая. Как мы уже говорили, к политике отношения не имеет, но прекрасно демонстрирует то, как реально устроена судебная система. То есть они уже даже перестали заглядывать в документы, штампуя свои приговоры. И это касается, как мы видим, совершенно разных дел, совершенно неприметных рядовых, скажем так, историй, не имеющих отношения к активизму, к политике, к журналистике и так далее. Вот. Почему адвокат не вышел в СМИ, пишет нам один из зрителей. Ну вот хороший вопрос. Мы же знаем, как устроена адвокатура. Как говорит уважаемый мною юрист Виталий Буркин, который как раз-таки представляет адвокатские услуги, абсолютное и подавляющее большинство адвокатов таковыми по сути не являются. Это так называемые адвокаты по назначению, решалы можно их назвать. Они просто отбывают свой номер, поскольку так устроен закон. Адвокат должен быть у любого обвиняемого. Иной раз они способны, скажем так, помочь своему доверителю, но не путем состязательности, а путем коррупции, договоренностей и взяток. И вот так вот и некоторые адвокаты делают себе, так сказать, успешную карьеру. Дескать, у них доверители выигрывают дела.
Но никогда это у этих адвокатов не связано с состязательностью. Вот таких, кто выходит в СМИ, что-то рассказывает, которые действительно хотят состязаться, их единицы. В процентном выражении, я думаю, не больше 10, а скорее всего меньше. Поэтому, скорее всего, у этого парня адвокат был очередной вот такой решала. Как правило, бывший сотрудник правоохранительных органов или даже неудавшийся сотрудник правоохранительных органов. То есть окончил юрфак, хотел пойти, например, следователем там куда-нибудь, но его не взяли, и он был вынужден стать адвокатом. В условиях деградирующей судебной системы, в условиях а, почти полного исчезновения реальной состязательности, я понимаю, в принципе, людей, они не хотят быть адвокатами, потому что какой смысл быть мальчиками для битья? И те, кто ими становятся, пытаются решать проблемы, опять же, подковерными играми, взятками, договоренностями. Там, где это удается. Там, где не удается, в общем, они дела проигрывают и спокойно получают свой гонорар от государства. В тех случаях, когда они являются адвокатами по назначению. То есть, когда мы говорим про деградацию судебной системы, это же не только судей касается. Это касается всех участников адвокатуры, в том числе и тех, кто пытаются сохранить вот эту высокую марку адвокатов от Бога. Их на самом деле все меньше и меньше. Даже у них руки опускаются, о чем свидетельствуют, я не знаю, посты в социальных сетях того же Виталия Буркина. Обращу внимание на публикацию пруфов, вот вдогонку про тему золотодобычи. Ребята решили в эту тему погрузиться глубже, и мне кажется, это важный момент, потому что тех, кто находится рядом физически, то есть в Башкортостане, и готов эту тему разбирать, их практически нет. И вот, к счастью, все-таки пруфы продолжают работать. И что они на этот счет говорят? Золото в Башкирии добывается варварским способом, сотни гектаров земли безвозвратно уничтожаются, не рекультивируются и никогда не будут рекультивироваться. Ковш экскаватора заносится над самобытными деревнями Башкирии, которые сохраняли дух башкирской культуры. Вот такие вот даже высокопарные слова применены. Пока этого не случилось до конца, нужно узнать и рассказать всем, как живут люди в условиях, когда экологически вредная добыча золота ведется прямо рядом с домами. И вот журналисты редакции «Пруфы» планируют совершить ряд длительных командировок в Зауралье в места добычи золота и меди. Наша цель, пишет издание, разобраться, как влияет на жизнь и здоровье людей добыча полезных ископаемых и почему жители выступают против разработок. Чтобы материал получился всесторонний и качественный, собирать информацию нужно несколько дней. Для нас это незапланированные расходы на гостиницу, такси, питание, билеты. Необходимо также платить зарплату корреспондентам, водителям и фотографам. Кстати, хороший материал, который дает ответ на вопрос некоторым нашим подписчикам, я не знаю, зрителям, которые говорят: а что вы не едете вот туда? А почему вот вы там не побывали и вот там не сняли и не записали что-то? Ответ на все, как правило, очень простой. Вот ответ в материале пруфов. Короче, они тут перечисляют все затраты, поэтому обращаются ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь донатами в сборе средств на эту командировку. Всего нужно 110 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на проезды, проживание, гонорары для авторов, которые длительное время вынуждены будут находиться в исследуемых районах. Вот, друзья, если хотим мы с вами эту тему более подробно осветить, разобраться в корне и понять, какие там люди на самом деле это золото добывают, и являются ли они чьими-то все-таки родственниками, или это просто ушлые бизнесмены, вот можно помочь. В этом смысле полностью поддерживаю коллег и призываю к солидарности. Аспектам тоже эта помощь всегда нужна, поэтому постарайтесь по возможности все-таки иногда ее оказывать. Те, кто это делают, а такие есть, к вам отдельная признательность и благодарность. Мы это очень ценим. Но недостаточно, прямо скажу, недостаточно этой помощи. Так, теперь, что из важного? Лилия Чанышева, признанная экстремисткой и террористкой,
Какой бред, конечно, я вот еще раз скажу. Эта формулировка, она же откуда берется? Людей даже еще до решения суда Росфинмониторинг выносит вот в этот самый реестр. Мало того, что это чревато последствиями в банковских услугах, скажем так, для конкретного человека, еще и ярлыком становится. Без решения суда, подчеркиваю. Когда решение суда выносится, ярлык, разумеется, никуда не девается, но что важно, журналисты обязаны это произносить и добавлять соответствующую ремарку в публикациях, чтобы, видимо, ну, как бы у непосвященного слушателя, зрителя возникало ощущение: фу, нехороший человек, с ним мы дело иметь не будем. Но мы-то с вами знаем, что все эти ремарки — это как раз наоборот, знак качества, знак того, что человек имеет совесть, имеет внутренний стержень и хочет на самом деле своей родине только добра и процветания. Вот кто истинные патриоты на самом деле. Так вот, кстати, если Навального вспомнить, который умер и который тоже внесен в реестр террористов и экстремистов, тут же интересно, журналисты заинтересовались, а что там с ним? Он в этом реестре? Да, пришел ответ. И что интересно, из реестра его убирать не собираются. Вот чтобы заставить, даже упоминая покойника, эту формулировку использовать. Понимаете, даже после смерти человека боятся. Очень показательный момент. Так вот, возвращаясь к Чанышевой, ей приговор, я напомню, на днях увеличили с 7,5 до 9,5 лет. Ну, это само по себе, опять же, каких-то комментариев дополнительных не требует. Мне кажется, все понятно. Кровожадность зашкаливает. Дело в том, что опубликовали ее последнее слово, которое она озвучила вот на суде. И я хочу процитировать, ну, хотя бы отчасти. Ваша честь, я вообще не понимаю, за что меня судят и за что мне дали целых 7,5 лет. То есть на тот момент еще не было известно о том, что будет 9,5. В моем деле нет ни события преступления, ни последствий, ни доказательств реального экстремизма. Наоборот, в материалах дела есть утверждение того, что за время работы штаба Навального в Уфе количество экстремистских преступлений даже уменьшилось. Это официальная статистика. Об этом прямо заявляет МВД по Башкортостану на своем сайте. Как я уже говорила, я выявила незаконную закупку, в результате чего в бюджет вернули 115 миллионов рублей. Кировский райсуд признал виновным в превышении должностных полномочий одного из чиновников команды Хабирова. После этого ФСБ уже сами решили инициировать проверку других закупок у данной компании. ФАС нашел еще нарушения. Ясное дело, что Хабирову не нравится такая моя активная жизненная позиция, гражданская позиция, антикоррупционная деятельность, поэтому он и преследует меня по политическим мотивам. Неужели Лили так думает на самом деле? Ну, имеет право, конечно. Я говорил, что немножечко сомневаюсь о том, откуда ноги растут у подобного рода дел. Ну, опять же, могу ошибаться, что уж там говорить, потому что свечку не держал, доказательств ни того, ни обратного нет. Дальше продолжает она. В этом году он будет избираться на второй губернаторский срок. И я полагаю, что он хочет продемонстрировать свою кровожадность в отношении так называемых экстремистов, так называемого экстремизма. Только вы посмотрите на меня. Я обычная женщина. Еще до того, как штаб Навального признали экстремистским, я закончила свою политическую карьеру, вышла замуж, планировала заниматься семьей и рожать детей. Я не представляю никакую угрозу для человека такого уровня. Да, для любого человека не представляет угрозу, это без сомнения. У самого Хабирова 4 детей, но мне он не дает даже родить одного, отправляя за решетку на 7,5 лет. При этом пишет доносы на многодетных отцов, сажает женщин, у которых есть несовершеннолетние дети. Складывается ощущение, что он получает удовольствие от того, что ломает судьбы людей. Это означает только одно: он олицетворяет зло. Я считаю, что в нашей республике, в стране зашли очень далеко. Им пора остановиться. Вот последняя формулировка абсолютно точная. Тут не отнять, не убавить. Но все-таки мне кажется странным предполагать, что такие важные федерального уровня дела могут хоть как-то курироваться из Уфы. Даже понятно, что по ФБК, по штабам Навального, ныне запрещенным ликвидированным, это все сверху, абсолютно из Москвы. Ну,
даже если по Баймаку, извините меня, следственная группа — это все представители центрального аппарата. Хотя тут нет никакого федерального лидера у них. Ну, не знаю, то ли так задумано, то ли не хочется упоминать при этом власть в Кремле, даже выступая в суде. Не знаю, не знаю, не могу тут комментировать. И вообще, наверное, это не совсем правильно и корректно вступать в какую бы то ни было дискуссию с человеком, который находится за решеткой на долгий срок. Не буду этого делать, просто вот кое-какие свои сомнения на этот счет все-таки высказываю. Я продолжаю же настаивать всегда, что ищите причину бед в другом месте. В другом смысле я и понимаю людей, которые, к тому же, Путину немножко понимаю, отчасти, пытаюсь точнее понять, обращаются с просьбами к Путину там разобраться в ситуации, отправить в отставку кого-то и так далее. Ну, у них единственный легальный вариант кому-то обратиться — это Кремль. И вот они этим пользуются. В этом смысле, в этом только смысле можно понять. И когда они, находясь в застенках суда, СИЗО, выступая на митинге, пусть и несанкционированном, апеллируют к Путину, но как бы они понимают, что больше не к кому. Как бы ко всем остальным обращаться бесполезно. Но я добавлю от себя, что и к нему бесполезно. Это не совсем логично и правильно, потому что, опять же, все идет оттуда. Тот же Альберт спрашивает: Руслан, есть ли у вас ощущение, что вся эта госсистема не настоящая, люди сами по себе? Но если государство помешаешь, то вся эта машина, вопреки всем законам и правам, сожрет тебя. Ну, вообще, прошу прощения, люди, встроенные в систему, они тоже винтики, безусловно. Никто не неприкасаем. Мы же видели общение Хабирова с Путиным. Как бы он тоже прекрасно понимает, что достаточно неблагосклонного взгляда, росчерка пера, и не будет никакого Хабирова во главе Башкортостана. И вообще, будет ли человек на свободе. У нас есть примеры посадок губернаторов. Ну, вспомним хотя бы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. То есть каждый боится за себя от и до, с самого верха до самого низа. Как бы, и люди превратились в таких безмолвных, бесправных, я не знаю, роботов, в машины исполнения прихоти вышестоящего начальства. И это само по себе ужасно, конечно. Может быть, поэтому я иной раз пытаюсь, если не оправдывать и защищать, то, по крайней мере, объяснять бессмысленность жестко критиковать Хабирова. Потому что он в этом смысле не сильно отличается, скажем, от нас с вами, от обычных рядовых граждан. Опять же, не оправдывая все то ужасное, что делается, самое главное — это даже не риторика, связанная с тем, что там жители республики националисты и экстремисты, а самое главное то, что у нас Башкортостан в лидерах по погибшим в Приволжском федеральном округе в зоне так называемой СВО. Более 1750, по-моему, уже официально подтвержденных разными главами администрации случаев. И этот список, как мы видим, растет каждый день, ну, буквально больше, чем на 10 человек каждый день. И об этом практически никто не говорит. В общем, дальше. Что у нас еще осталось? Совсем немножко. В центре Уфы продолжают вырубку деревьев. Некоторые активные горожане и блогеры об этом пишут с гневом в адрес Мавлиева, что вот хорошие здоровые деревья на улице Ленина, в частности, вчера, например, вырубали, и фотографии с пинками распространились в соцсетях. Пропаганда, Мавлиев лично поспешили успокоить людей. Ну, а это уже, соответственно, дальше людям решать, успокаиваться им или нет. Что пишет Башинформ? В историческом центре Уфы на улицах Кировского района ожидается реновация. Крупномерные деревья, липы, которые стали символом башкирской столицы, высадят там, где их раньше даже не было. Так заявил в среду глава администрации города Ратмир Мавлиев в ходе инспекции центральных улиц. Значит, благоустраиваются участки 9 улиц всего, сказал он. Сегодня прошли и обсудили проекты по улицам Новомостовой, Пушкина и Коммунистической. Это расширение тротуаров, озеленение. Готовимся к акции «Зеленая Башкирия». Будем высаживать крупномерные липы. Деревья появятся на тех участках, где их раньше не было, сказал он. И улыбнулся, судя по всему, если верить фотографии.
Ну, я опять же здесь не могу ничью сторону занять. Иной раз люди излишне возбуждаются, скажем так, видя срубаемые деревья. Иногда есть смысл кое-что срубать. Деревья перестают быть реально красивыми, становятся опасными, когда у них особенно гниль в центре возникает. То есть иногда замена имеет смысл, если она обдуманная, последовательная и так далее. И если взамен приходит действительно крупномер, который быстро укоренится и будет в рост идти. Но надо все равно понимать, что даже крупномер в первые 2-3 года реальные тени и реального такого пылеулавливающего эффекта иметь не будет. Но есть жертвы, на которые, скажем, имеет смысл идти, если это делается обдуманно. Вот так вот. Поэтому оголтело критиковать за вырубку, с одной стороны, нельзя, с другой стороны, за этим хорошо бы устраивать общественный контроль, чтобы не вырубали все подряд под видом того, что это якобы опасные или нездоровые деревья. Вот. Так, я вот все-таки вдогонку вышесказанному скажу. Тут наш зритель пишет, что друзья, ну хоть какие-то попонятнее ники себе придумывайте, ну чтобы хоть как-то произносить было удобнее. Я же вынужден зачитывать вот эти вот ваши умбриаку. Ну, слова попроще. Пишите хотя бы, я не знаю. Если не свое имя, то, по крайней мере, какое-то имя, которое можно произнести. Вы замечаете, что каждый раз в ступор приходится впадать, брать какую-то паузу, пока прочитаешь, воспроизведешь вот это вот ваше имя, так сказать. Так вот, говорит, не надо делать отмазку, что они тоже винтики и шестеренки. Я про чиновников говорил, да, про элиты так называемые. Нет, конечно, это вообще никого не оправдывает. Все, кто замазан в сочувствии, в соучастии в том, что сейчас происходит, все по определению виноваты. То есть после 24 февраля 2024 года у меня не существует, как говорится, каких-то полутонов. Все ясно. Вот кто остался, кто дальше на это работает, тот априори виноват. А среди них очень много людей, которые еще вчера были, ну, мягко говоря, близкими. Некоторые из них даже вели программы на «Эхе Москвы» в Уфе, что уж там говорить. Поэтому здесь не надо, ну, опять же, домысливать, да. Я лишь пытаюсь некоторые вещи объяснять с моей точки зрения, как это выглядит. Что, как бы, да, понятно, все виноваты, но даже в этом есть полутона, что ли, какие-то. В тех случаях, когда мы пытаемся призвать к ответу, какие-то изменения возбудить. То, что сказала Чанышева, все точно. Она полностью права, пишет Руслан Карачурин. Ну вот, как бы, почему бы и нет, да. Хотя, ну, я не полностью согласен, я уже говорил об этом. Так, ищут грязь. Организатор концертов Владимира Кузьмина ответил на критику его выступления в Уфе. Вот знаете, и такая, и культурная жизнь продолжается. Часть артистов как минимум замолчали, и уж точно никак не критикуют происходящие события, боясь попасть в так называемые стоп-листы, и ездят с концертами. Но не всегда эти концерты находят позитивный отклик у аудитории. Вот Кузьмин, известный музыкант, почему-то расстроил уфимцев. Якобы все было плохо. Значит, якобы он раньше приезжал в Башкирию и устраивал бешеное шоу с бешеной энергетикой. А вот сейчас якобы все было плохо. Написали пользователи в соцсетях на этот счет. Его администрация сообщила, что нет, все нормально, зря вы его критикуете. Я уж не знаю, что важного в этой новости, ничего важного, просто вот она есть для того, чтобы показать, что вот есть люди, которые, в принципе, живут обычной жизнью, для них ничего не изменилось, ходят на концерты и критикуют исполнителей за то, что они якобы не полностью выкладываются на сцене. Вот так вот. Ой. Ну и немножечко, совсем чуть-чуть международной, что ли, тематики. О том, как и что происходит вокруг нас с вами. Вчера был любопытный элемент, кейс. Суд Европейского Союза отменил часть санкций в отношении
российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авина, которые являются соучредителями Альфа-банка. И поначалу эта новость ввергла в шок некоторых наблюдателей, скажем, за процессом. Неужели людям, приближенным к российской власти, удается избежать санкций, не осудив действия этой самой российской власти? К чему, кстати говоря, к осуждению Фридмана и Авина активно призывали те, кто знают их реальную жизненную позицию. Но они этого так и не сделали четко и понятно. Продолжают вести бизнес в стране, находиться регулярно дома и при этом чувствовать себя в безопасности. Так вот, Европейский суд, оказывается, полностью санкции в отношении них не снял, а снял лишь, скажем так, санкции, введенные в начале, в 2022 году. Те, которые вводились в 2023 в качестве продления, им не сняли. То есть люди остаются под этими самыми санкциями. Почему эту тему я решил затронуть? Ну, лишь, наверное, в качестве иллюстрации, что действительно есть проблема, и она очень серьезная, вот с этими вещами, скажем так, с попытками извне, скажем так, повлиять на те части российских элит, которые хотя бы в теории могут на что-то повлиять. Хотя, опять же, здесь я сильно сомневаюсь, что люди даже такого масштаба способны на что-то повлиять. Каждого, любого, кто заикнется в формате против, тут же лишат всей собственности, и хорошо еще, если не отправят за решетку. Такого действительно единения и консолидации в силовых структурах, какое есть сейчас, именно в этом смысле, в смысле борьбы с внутренними врагами, такого не было в принципе, и поэтому сейчас рисковать на это и идти на такие шаги вот такого масштаба люди не готовы. Есть, кстати, версия, что и внутри вот этих самых структур тоже есть определенная конкуренция. В этом смысле она деструктивна для режима и вредна, но избавиться от этой внутренней конкуренции полностью не удается. Но, с другой стороны, и рассчитывать, что вот эта внутренняя конкуренция приведет к каким-то тектоническим сдвигам, тоже, к сожалению, не приходится. Вот. Не зря ФБК просили за Фридмана. Ну, там тут надо сказать, не ФБК просили в целом запрещенные и заблокированные, а Леонид Волков просил и был вынужден в итоге даже уйти со своей позиции. Я уж не знаю, какие там списки Волков включен, наверное, иностранный агент, пусть будет террорист-экстремист, от него не убудет, вот, а мы должны такие вещи говорить. Да, эта тема вообще, которая, как правило, нами не затрагивается. Много чего на эту тему сказано, сделано год назад, например. Копии ломались. Алексей Алексеевич Венедиктов в этом участвовал, иностранный агент в этом споре. Всякий раз, когда я это наблюдаю, тоже расстраиваюсь и немного руки опускаются, потому что считаю, что заниматься вот такими терками в нынешних обстоятельствах не нужно. Я бы прислушался к предпринимателю Евгению Чичваркину, когда-то моему работодателю. Он на этот счет и вчера тоже написал, что вот выяснение отношений между собой – это вообще не эффективное контрпродуктивное мероприятие в условиях таких, когда есть общий оппонент, против которого есть смысл как-то общаться, высказываться и прочее, прочее. Вот. Уж не знаю, насколько вот это все касается нас. Ну как, это все нас касается, но немножко опосредованно через федеральную повестку. Упомянули, ладно. Должен сказать, что сегодня у нас впереди есть уже обычная программа по сетке. Это аспекты мнений. И как в последнее время бывает, здесь сразу два гостя, причем разноплановых. Политолог Николай Евдокимов и экономист Всеволод Спивак будут в аспектах мнений в 12 часов сегодня. Не пропустите, пишите свои вопросы, не забудьте поставить лайки под этим эфиром тоже, как и под моим, соответственно, друзья, тоже, пожалуйста, ставьте лайк и пишите комментарии. Не устаю это повторять. Может быть, кому-то надоедает, но так принято. И действительно, как показывает опыт, это работает. Иной раз не напомнишь, сразу меньше. Не понимаю, почему.
Хотя настолько просто и элементарно запомнить для себя, что нужно, зайдя в трансляцию, уж если интересно, хотя бы местами, даже если не интересно, но вы зашли, нужно поддерживать блогеров в этой работе. А уж если совсем хочется хоть как-то дополнительно еще стимулировать деятельность, добровольные пожертвования, Donation Alerts, Boosty, ссылка в описании к трансляции. Спасибо тем, кто писал и кто продолжает благодарить. Я буду заканчивать на этом нашу сегодняшнюю встречу. Завтра в «Аспектах Республики» Разиф Абдуллин, которого вы сегодня ждали. Ну а мои 3 дня на этом заканчиваются. Увидимся, я надеюсь, очень скоро. Подпишитесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал. Там иногда что-то появляется. Можно общаться напрямую, какие-то сообщения писать. Я стараюсь отвечать всем, кто пишет. Особенно, когда вы делитесь какими-то соображениями. Поэтому таких людей ценю, благодарю и уважаю. Будьте здоровы и до новых встреч!